Эти кадры были сняты 2 года назад. Жительница Эжвы Нини Цимбалюк меняет старые окна на пластиковые. Это подарок в рамках благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». Нина Николаевна – вдова участника Великой Отечественной. Ее супруг в годы войны был в составе первого, а после и второго Украинского фронта. И несмотря на серьезные ранения, победу встретил в Германии. В 1991 году его не стало. Я говорю, может быть, мне пола переселить, а лучше линолеум. Или, говорю, двери сделать. Я показала двери, какие плохие здесь. Вот я говорю, может, или двери, или линолеум. Он предложил, что окна поменять. Давайте мы вам поменяем окна на пластиковые, и будет теплее. Я сказала, что очень сильно дует. Вот видите, у меня тут все заклеено под этими. Подоконник, вот видите, все это. Таких участников марафона по всей республике тысячи. За 7 лет акции на средства фонда фронтовикам, труженикам тыла, вдовам, узникам фашистских лагерей и блокадникам помогали с ремонтами крыш, домов, печей, с приобретением бытовой техники и дорогих лекарств. И это далеко не весь список. С самого начала марафона в 2010-м к сбору денег для ветеранов подключилась вся республика. Вы знаете, очень люди восприняли это. И были открыты специальный счет республиканских ветеранов. У нас в каждом городе, районе у ветеранов есть счет это. И они стали поступать. И действительно суммы были большие в первое время. И уже республиканских ветеранов расписывал, в первую очередь, кому выделить. Какой-то был резерв на всякий случай, потому что были моменты такие, у нас даже выделяли на какие-то сложные операции. Но в последующие годы мы убедились, что многие организации стали выделять деньги непосредственно на предприятиях своим ветеранам. Впрочем, помощь ветеранам нужна и сейчас, а потому марафон продолжается. С 21 марта, как только объявили о его старте, к организаторам уже поступило более 3000 заявок из всех муниципалитетов. Как раз по этим обращениям и будут распределяться собранные неравнодушными людьми средства. Во-первых, это заявка от районов и городов. Далее собирается правление фонда, коллегиальный орган, который рассматривает количество заявок, содержание этих заявок и сумму. И вот я еще хочу подчеркнуть, что в основном пойдет, конечно, это в сельские районы распределение. Республиканский фонд направляет энную сумму денег, допустим, 80 тысяч, 150 тысяч в район или в город. А они уже собираются сами и распределяют в соответствии с заявлениями, кому и сколько. Сегодня деньги на счет фонда «Победа» поступают довольно медленно, но, по словам лидеров ветеранского движения, благотворители, как правило, активизируются накануне Дня Победы. На днях Совет ветеранов Коми направил свыше 50 обращений руководителям различных предприятий с предложением поучаствовать в акции. Помощи ждут и от рядовых жителей республики. Номер расчетного счета фонда можно найти на сайте регионального совета ветеранов. Константин Куратов, Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.